Продолжаем наш эфир. Пожар – бич нашего времени. Ежегодно в бытовых пожарах погибает множество людей, в том числе, конечно же, дети, как это ни прискорбно. Одной из причин возникновения пожара может быть неисправная печь. На эту тему более подробно мы сегодня говорим с нашими гостями. Представляем вам Елену Рожину, старшего инспектора, и Андрея Неустроева, дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Якутску. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Ну, скажите, пожалуйста, все-таки в какое время года происходят чаще всего пожары и что является, какие По причины? какой причине, да? Ну, пожары чаще происходят зимой, с началом отопительного сезона. В большинстве случаев месяц, если по месяцам разделить, это январь, февраль, ноябрь, декабрь. С понижением температуры люди начинают включать обогреватели в гаражах, в домах, также топить печку с исправностями, можно так сказать. Ну, какие меры предосторожности нужно обязательно соблюдать? Ну, люди топят печку без предтопочного листа, из-за этого происходит тоже, искра летит в пол, из-за этого происходит возгорание. Из-за неисправности печи это трещина, когда имеется, также от дымохода, тоже не очищают от сажи. По идее, с начала отопительного сезона должны очищаться дымоход от сажи. И в последующем каждые 3 месяца должны очищаться. А какие объекты более всего подвержены пожарам по статистике? Гаражи, дома? Частные дома, гаражи в основном. Сейчас на данный момент подвергаются, больше происходит пожаров в частных домах и в гаражах. Ну, в гаражах понятно, что пытаются обогреть обогревателями, Да, я так понимаю. обогреватели Да. или металлические самодельные печи. Даже такое есть, самодельные печи. Также самодельные обогреватели тоже имеются, Ну, конечно что же, это является опасно, да? нарушением требований пожарной безопасности. Ну и сертифицированные обогреватели не дают никакой гарантии, что пожар не возникнет. Ну да, конечно, тоже. Так как обогревательные приборы нельзя оставлять без присмотра. Ну и накрывать их, да? Накрывать, держать вблизи легко воспламеняющихся предметов. Это не только, допустим, там бензин, керосин, а также возле коробок, возле вещей. Это тоже как бы не разрешается, не допускается. Сушить одежду запрещается. Ага, вот сейчас очень, слово-то даже не подберешь, модно использовать электрические тены, да? Есть сертифицированные, а многие используют несертифицированные, ну, так сказать, самоделки. Это чревато вот возникновением пожара? Конечно, часто у нас такие пожары происходят из-за самодельных электрических обогревателей, ТЭН. Даже сертифицированно не гарантирует о том, что пожар не произойдет. Всегда нужно быть в страже, так сказать. Тогда в таком случае запрещены ли самодельные тены? Да, конечно, запрещаются. А это как-то контролируется? Нет, это не контролируется, это все зависит от человека, от людей, как бы человеческий фактор. От сознательности Да, да. человека. Тем более, если люди живут в многоквартирном деревянном доме, да? Есть, да, такие. Ну, какие меры по профилактике принимаются сотрудниками по снижению? Ну, у нас сейчас ежедневно с органами полиции, с 5-м отрядом проводятся мероприятия по профилактике. Это мы ходим по пожилым домам многоквартирным и проводим профилактические беседы. Также раздаем листовки. Вот так вот. А насколько эффективно по сравнению с прошлым годом уменьшилась ли статистика вот, возникновения пожаров от неисправных электрических приборов и от неисправных печей, ну, по сравнению вот с этим? Конечно, сейчас не показатель, но хотя бы в то же время. Ну, примерно так же и осталось. остается, Каждый да? год так же. Все равно Процентное соотношение работу также нужно всё вести еще равно. более Работа углубленно, все да? равно ведется с населением. Ну, впереди нас ждут новогодние праздники, да. Наверное, стоит обратиться к телезрителям. Очень популярными станут Фейерверки. Да, как называется такая Пиротехника. Пиротехника, да. Может, давайте обратимся к телезрителям, чтобы как можно осторожнее обращались. Ну, перед Вообще выбором пиротехнических изделий также надо
сперва брать в специализированных магазинах. Также, когда приобретают пиротехнические изделия, смотрят на упаковку, срок его действия, как его использовать. Ну и хранение тоже. Не допускается хранение при солнечных лучах, чтобы не попадала влага, чтобы соблюдали требования пожарной безопасности. Главное, чтобы сертификат соответствия был. Обязательно просите продавцов сертификат соответствия. Андрей Петрович, Елена Николаевна, спасибо, что пришли к нам этим утром. Желаем вам сегодня отличного дня, плодотворной работы. Спасибо.